Мои дорогие, добрый вечер. Севдик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Друзья, перед началом своего ролика я сначала все-таки хочу поблагодарить огромный поток людей, которые в какое-то небольшое время подписывается и подписалась на мой канал. Я приветствую вас всех на моем канале. Надеюсь, ваше мнение обо мне не изменится, чем больше вы будете со мной, и оно будет соответствовать первому вашему мнению, потому что из ваших комментариев я понимаю, что вы очень хорошего мнения обо мне. Мне это очень приятно, мне это очень как-то даже волнительно, и я даже думаю иногда, что заслуживали я таких комментариев, такого мнения от вас. Еще раз огромное вам спасибо. Пусть Всевышний воздаст вам это в 1000 раз только благом. И будем вместе как-то дальше развивать наш канал, развивать нашу дружбу, развивать нашу семью с вашей помощью. Сейчас на ужин хочу сделать просто пышки без ничего, поэтому и включила камеру. Сегодня даже не собиралась, если честно, снимать. Дело в том, что думаю, ладно, даже если сниму, огурчики сниму, может быть, что вот посолила, все равно они у меня есть. Но они меня попросили, как раз я сделала еще, просепарировала молоко. Ой, свежая сметанка, мальчик, ну, ребята мои говорят, давай, может быть, ты нам сделаешь просто пирожки без ничего, пышки. А у меня как раз было 2 комментария до этого. А как вы делаете пышки, из этого же теста вы делаете пышки, как вы их делаете? Ну, сегодня как-нибудь я вам покажу, как я делаю пышки. Может быть, ролик сегодня у меня выйдет, успеет, не успеет, так завтра утром, наверное. Просто у нас сегодня ужасная связь, у нас нет вообще Wi-Fi даже. Там какой-то обрыв где-то произошел, мы звонили. Поэтому не знаю. Вот так вот, друзья, сегодня понедельник, уже вечер, конечно. Ну, посмотрите, когда выйдет ролик, не знаю, может быть, действительно сегодня, может завтра. Ну все, сейчас и мне надо, помыла я еще 10 банок, вчера же помыла еще 10 банок, поставила. Нарвала, как видите, перчиков и укропчика себе, чтобы, смотрю, у меня нет горошком перца и немножко мало лаврового листа, да, и мало соли, и крышек нету. Сейчас замешу тесто, пока оно минут 15-20 постоит. Меня Ибрагим повезет в магазин, хочу сама все-таки посмотреть, что да как, потому что всегда пишу им или что-то, они обязательно что-то забудут, не принесут. И поеду сама. Хочу поехать сама в магазин. Может быть, там немножко вам сельский магазин свой сниму. Ну вот, друзья, а сейчас пока замесим тесто. И потихонечку еще и поговорим, может быть, с вами. Так, друзья, значит, я сейчас замешу тесто. Миллион раз я его замешивала на канале. Но все-таки еще раз замешу, потому что покажу. Много новеньких каждый день подписываются, не все знают, не все смотрят ролики. И, наверное, потихонечку начну отвечать. Не буду делать прямо, мне кажется, один влог вопрос-ответ, что вот, чтобы я так сидела и отвечала на ваши вопросы. А вот так вот как-то делая, я потихонечку буду отвечать на ваши вопросы. Надеюсь, вам так понравится. Напишите мне в комментариях, можно ли так, или сделать специально один ролик, чтобы были вопросы и ответы. Но сегодня я все-таки на какие-то, не все, может быть, но на какие-то вопросы отвечу. Значит, у меня литр простокваши. У вас простокваши не будет, как, в принципе, у многих не будет, но у кого-то и может быть. Можно литр кефира 1%. Друзья, еще раз вам скажу, что из жирного так вкусно не получается. И яйцо не надо. И вот такая вот чайная ложечка соды и столовая ложка без горки соли. И у меня еще в комментариях несколько раз спрашивают, почему я не пишу, сколько муки. Друзья, ну, 1000 лет вот так вот у нас замешивают тесто. Как-то я специально не смотрела, сколько уйдет муки, чтобы получить такое тесто. Может быть, я один раз рискну и попробую узнать, сколько уйдет муки. Ну, потому что, в принципе, во-первых, мука разная. И всю жизнь мы вот так вот замешивали тесто, ну, все кавказцы, не буду отдельной национальности говорить. Поэтому вот так вот как-то. Ну, один раз я посмотрю, сколько ушло. Просто же можно как бы взвесить муку до и взвесить муку после. И будет видно, сколько ушло.
И вот так вот потихонечку, не спеша, забирая вот так вот по кругу муку, будем замешивать тесто. И теперь, замешивая вот так вот тесто, чтобы не выключаться, ни что-то, я вам отвечу на один вопрос. Анна Кушнирова меня спросила. Здравствуйте, уважаемая Лейла. Вы хорошо рассказывали о подарках для мамы, для дочек. А принято ли у вас, чтобы муж жене подарки делал, жена мужу? В какие праздники что дарит? Спасибо, здоровья и мира вашему дому. Ну, как таковых, как чтобы были законы, чтобы жена мужу, муж жене, у нас, конечно, такого нет. Но вообще в мусульманстве, конечно, принято и жену, как бы и жене дарить подарки, и мужу дарить подарки. Это приветствуется, чтобы муж, действительно, жене, он даже может и цветы подарить. Хотя у нас это считают некрасивым. Но не на праздники, как бы, не на мусульманские праздники. Это у нас не приветствуется. А то, что можно подарить, в любое время, в любой день можно хоть что подарить, что мужу, что жене, друг другу. И, конечно, дарят, почему бы и нет. Так что на этот вопрос я ответила вам, по-моему. Был еще один вопрос, Исая задавала, и еще несколько человек. Во-первых, одна вчера просто не задавала вопрос, а написала в комментарии. Почему я своих сыновей говорю средний сын, старший сын, а не называю по именам? Девочки, знаете, друзья, я почему это говорю? Потому что каждый день, особенно сейчас, каждый день идет большой поток подписок, машаллах, конечно, меня это очень радует, вы, наверное, тоже это замечаете. И поэтому, если я сейчас с новыми подписчиками, это мое мнение, значит, неправильно, я буду называть их по именам, но опять, мне кажется, потом будут спрашивать, если я спрошу имя, кто из них кто. Просто потому, что люди не знают, и поэтому мне легче сказать средний сын, старший сын. Ну вот сейчас вам скажу, старшего сына моего зовут Багаудин, среднего Джабраил, а младшего, вы знаете, он Ибрагим. Так что вот так вот. Просто из этих понятий, что вот вы не поймете, о ком идет речь, если я там назвала кого-то из них, я поэтому говорила старший, средний сын. Ничего личного, да. Вот, ответила на этот вопрос. Так, сейчас руки грязные, дальше уже не помню. Я просто открываю сообщество, где там у меня написано. Вот видите, тесто потихонечку собралось. Вот, оно мягкое, податливое. Вот, если для пирожков специально, то можно немножечко сделать как бы покруче. А для лепешек оно должно быть очень мягким, вот таким вот. Так, сегодня мы сказали, что у меня будут пышки, но я не буду сильно делать его крутым, может быть. Крутым вообще слово крутое для этого теста не подходит. Вот, видите, пока оно рвется. Потому что оно должно полежать, отдохнуть, минут 15-20 хотя бы. Если, я иногда делаю даже быстро, сразу. Потому что бывает иногда, что вот, нет времени, чтобы оно полежало. Тогда я немножечко добавляю растительное масло, как бы, чтобы была какая-то связь. Сейчас я переложу в другую емкость и подключусь снова. Так, ну вот, друзья, я смазала чашку маслом, просто чтобы не прилипало тесто. Положу его сейчас, просто накрою пока вот так вот, и оно постоит. А тем временем поеду в магазин и куплю то, что мне нужно купить, друзья. Так что дальше вопрос-ответ, может быть, будет в этом влоге, может, в следующих. И действительно, еще раз повторюсь, напишите, как лучше сделать один ролик вопрос-ответ или вот потихонечку отвечать в каждом. Так, ну вот решила прийти в магазин, чтобы немножко хоть выйду. Наш сельский, небольшой, в принципе, небольшой, это хороший такой магазинчик. Так. Мне нужно лавровый листик купить, мне нужно... Ой, микрофон забыла взять, но ничего. Так, чай у меня закончился. Брусничное варенье 260. Никогда не ела брусничное варенье. Друзья, а вкусное брусничное варенье, как вы думаете? Как вы не то, что думаете, знаете ли вы? Так, вообще у нас испортился этот чай. Мне не нравится мне совершенно его вкус. Крупный лист 215.
Хочется хорошего чая. Не знаю, какой купить. Этот с ароматом я не люблю. Так, 340. Может быть, он не налил? Нет, тоже крупный. 215. Ну-ка. Да, крупный листовой. Возьму все-таки, посмотрю, что за чай. Если надо будет купить, да. Так, закупиться надолго, но это пока нет. Хотела грибы купить, грибы не свежие. Из молочки мне ничего не нужно. Сладости. А? Да я просто снимаю, раз зашла. Так, я думала, это мойва, а это салака, короче говоря. Не буду я здесь рыбу тоже брать. И сегодня так, крайне необходимые вещи только возьму, чтобы не тратиться. Немножко просто поснимаю, чтобы вы имели представление о наших сельских магазинах. Сашушел. Достань хлопья, как раз закончились. Не знаю, почему-то раньше были очень вкусные консервы, а сейчас вообще не вкусные. И без баучера. Ну, не знаю, просто обзор маленький сделала, потому что... А? Ну, возьми один. А? Так, это называется, я сходила за перцем горошек, лавровым листом и солью. В итоге горошком перец забыла купить, представляете?
Ну вот небольшие покупки хочу показать вам. Все-таки купила один черный хлеб. Так, это ясно солнышко. Купила все-таки этот чай. Купила вот такое вот растительное масло. Что еще? Захотелось вот посмотреть, что за сардина в томатном соусе. Не знаю, давно не ела консервы. Очень хочу поесть. Опять микрофон забыла включить. Арахис и брашка взял. Там чуть-чуть дороговато. В магазине не очень дорого, конечно. Просто я буду большую покупку делать. Взяла немножко. Это для чтобы в молоке молочный супчик сделать. Пару пачек салфеток. Крышки, чтобы огурчики закатать. Ну, небольшой порошок. Пачку порошка, потому что у меня закончился. Так, это отбеливатель или пятновыводитель. Пятновыводитель. Обычно пятна не отстирываются от детских вещей. Аишка здесь бывает. Так, ну дихлофос мне тоже бывает нужен частенько. И Пемолюкс. Вот это вот покупочка, то, что вы видите на столе. Ну и шоколадку Ибрашка себе забрал за 50 рублей. 1600 рублей, представляете, на 1600 рублей. Заработать их надо очень, конечно, постараться, а потратил и вроде бы ничего нет. Ну вот так вот. Пришлось сейчас мне обратно посылать Ибрашку за горошком перца. Сейчас быстро сделаю пышки на ужин и начну солить огурцы. Так, ну и вот, друзья, пока мы с Ибрагимом ездили в магазин, тесто мое уже постояло, как видите. Сейчас я его немножко вот так вот соединю, вымешу снова немножечко, без муки, там есть немножко подсолнечное масло. Так, и сейчас будем делать наши пышки. Так, ну и вот, начнем делать пышки. Значит, тесто я немножечко вымесила, как вы видели. Теперь скажу, почему пышки. Я сегодня утром пресепарировала молоко. И у меня сметанка свежая. Они пышки любят именно со сметанкой. Вот макать сметану, пышку. Так, масло я уже поставила разогревать. И поэтому вот захотели именно не пирожки, а вот пустышки такие. Тоже быстро, очень быстро, на скорую руку. Конечно, много мучного. Вроде бы тоже нет, но вы знаете, выручают, не знаю, меня выручают с моими ребятами, всегда выручают мучные. Во-первых, они это любят, если даже я несколько дней не сделала что-то из муки, они уже сами просят. Вот, так, ну вот, какой толщины, как бы вам показать, потому что в сантиметрах я не смогу вам сказать. Вот, видно вроде бы какой толщины. И сейчас можно ножом на квадратики, можно кружочками, чтобы, ну, стаканом, наверное, чтобы как-то было интереснее, если вы хотите. Но тогда будут обрезки. Просто ради интереса кружкой вот так вот. Видите, потом тесто будет обрезаться. Я обычно делаю квадратиками. Но когда-то, когда мои дети были маленькие, я им такой маленьким стаканчиком вырезала. Им было интереснее, они ели так. Так, ну-ка, сковорода моя не видна. Масло разогрелось. Вот так вот. Все. Так. Значит, дальше немножко отвечу тоже на вопрос. Как звали моего мужа, был у меня вопрос. Моего мужа звали Магомед. Раньше как-то не принято было называть Мухаммедами, а были Магомед. Ну, а на ингушском звучало Мухаммед. Сейчас я, конечно, в принципе, произношу имена
Но имя мужа я, во-первых, из-за того, что просто это мой муж, не произносила. Ну, не знаю, сейчас, может быть, меня простят мои, но уже мне как бы уже много лет, немножко будет простительно. Буду надеяться, что мои двоюродные дядя меня не смотрят, потому что я их тоже не называю до сих пор по имени. Да, и вот вам тоже такой вот про обычаи, вы хотели кое-что узнать про обычаи. Вот вам и обычаи тоже. У нас диверов, заловок, свекровь, свекруху не называют по имени. Вот. Заловок, наверное, называют там, ну, если на русский переводить, это будет старшая, например, девочка, красивая, или как-то вот, или уменьшительно-ласкательные имена, вот так вот. Или вот как бы девушка. Ну, переводится так, на русском, конечно, звучит как-то не очень красиво, а вот на нашем языке это как-то красиво звучит. Видите, какие получились пышненькие, кругленькие. Сейчас мы сделаем квадратненькие. И первое время вообще я, когда вышла замуж, я и не называла по имени и друзей своего мужа даже. Как-то неудобно было, тоже называла их как-то кянь, значит, ну, мальчик переводится, или замсак, парень. Вот так вот. Вот наш обычай, не называть по имен диверов и заловок. Ну, родных имеется в виду. Ну и, конечно, если такие вот двоюродных тоже можно не называть. Вот мы не называем особенно. Вот. И двоюродных братьев, и двоюродных сестер стараемся как-то не называть по имени. Ну, это не обязательно, конечно, но да. Двоюродных так не обязательно вроде бы, но все равно называем. Потом, что еще, какой обычай вам сказать? Так, ну, как-то об отношениях мужа и жены у нас не принято разговаривать. И по вере, в принципе, и по этикету нашему, менталитету. Ну, просто скажу, да, мой муж был очень хороший человек. Ну, у нас даже не принято говорить муж. Но это сейчас мне просто действительно снисхождение, что я уже и человек взрослый, и мужа моего нет. Вот такие вот дела. Был действительно хорошим супругом, был хорошим... Ой, хотела квадратики сделать, да? Да, ну ладно. А дальше квадратики вырежу. Хорошим братом, мне кажется, и хорошим сыном, я уже повторюсь, я это говорила. Вообще был хорошим человеком. И, по идее, это тоже очень хорошо, когда после смерти о тебе могут сказать это, что ты был, ну, про тебя такое. И к этому мы, по-моему, должны все стремиться, но, конечно, это не у всех получается. Я имею в виду даже и себя. Вот, что еще? Ему было 41 год, когда он умер. У меня был там один комментарий, чтобы я рассказала побольше там о муже. Познакомились мы, как мы познакомились, я вам тоже скажу. Познакомились мы с мужем. Моя заловка была замужем за троюродного брата, моего троюродного брата, получается. И она жила на нашей улице. Я же сама из Северной Осетии, из села Куртат. Вот. Ну, она видела, видимо, ей понравилось, скорее всего. И она своему мужу сказала, что хотела бы меня засватать за своего брата. У нас как-то тогда это делалось, не обязательно прям вот быть знакомыми друг с другом, но и знакомыми могли быть. И сейчас, конечно, сейчас еще проще, чем раньше. И как-то мой двоюродный брат, где-то мы в автобусе, по-моему, встретились, когда как раз я училась в училище. Он мне сказал, что вот так и так он хочет познакомить меня со своим, как он получается ему, ну, братом жены. На что я ему сказала, что я вообще не собираюсь пока, замуж не собираюсь, мне не нужно никаких знакомств. Но он все-таки сказал, это я сам разберусь, посмотрим. Куда я эту вилку делала? Только что у меня была в руках вилка, не могу вилку найти. Вот куда я ее кинула.
И как-то, ну, не знаю, конечно, это некрасиво, но все-таки скажу, как раз в этот момент у меня было много, вот в один момент обычно так и бывает у девочек, и сватались одновременно двое-трое, и тогда у нас же можно было воровать, и я несколько раз как-то уходила от того, чтобы меня не украли, и как раз они как-то, я пришла с учебы, и через какое-то время они к нам пришли. Мой будущий супруг. Ну и вот так, друзья. Короче говоря, я пришла, они были у нас уже в гостях. Я накрыла на стол, поздоровалась, конечно. Мы так буквально просто, мы даже с моим будущим супругом не пообщались. Просто общее я поговорила за столом, ну как бы обслуживая, на какие-то вопросы отвечала. Он молчал, конечно, просто смотрел на меня, молчал. Я вообще не думала, что, в принципе, вот это будет как бы кончиться семейной жизнью моей. Ну, вот так вот, буквально минут 10-15 они у нас побыли. Больше мы, в принципе, и не общались как-то. Потом начали приходить свататься уже, получается, ну, отец моего, вот, дядя мой, двоюродный брат моего отца, он начал к нам приходить. Ну, не хотели мы, честно скажем, пока. Ни я не хотела, ни мои родители не хотели, чтобы пока было это сватовство, что-то такое. Но судьба, как говорится, действительно. И вот так вот, таким образом, ну, где-то через месяц меня уже сосватали. Я еще и училась в училище, но это еще долгая история. Сейчас уже мальчики должны ужинать, поэтому не буду дальше повторять. Если что-то как-то, я не знаю, неправильно, ну, не понятно объяснила, спросите еще раз. Мы поговорим с вами еще. Хотя бы что-то готовлю и буду говорить с вами. Будет более-менее что-то полезное. Вот. Но пышки надо будет еще мне сделать, их мало. Сейчас я просто покажу, как они выглядят. Тем более у меня в сковороде масло закончилось. Сейчас помою. Ну вот, друзья, наш скромный ужин. Пустышки, как бы. Пирожки без ничего, со сметанкой, с повидлом сливовым. Очень вкусные, пышные. Готовьте быстро, незатейливо. Тесто легко приготовить. Ну вот, как-то так.